Друзья, на днях, в марте, получается, в прошлом месяце отмечалась годовщина трагедии в Буче. Ровно год назад российские войска были вытеснены из Бучи, получается, из севера Украины, и перед миром предстала та большая трагедия, те преступления, которые совершила российская армия на территории Бучи, на территории Ирпеня, чуть позже, после освобождения Изюма и в Изюме, практически такая же картина. Буквально несколько дней назад, может, или неделю назад в Буче был так называемый Бучанский саммит, в котором участвовал и президент Республики Молдова Майя Санду совместно с президентом Украины, извините, Владимиром Зеленским, а также президентами Словении, Словакии и Хорватии. И вот какие выводы мы можем сделать год спустя, да, после того, как эта трагедия открылась всему миру, и как поживают люди, живут люди на других освобожденных территориях, мы поговорим с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ в Украине. Господин Демчогло, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, Заман Хайролсун, bună ziua. Заман Хайрулсум, витаю, да, доброго дня. Господин Демчогло, вот, конечно, не хотелось бы начинать вопрос с этого, но, наверное, придется начать вопрос именно с этого, потому что есть еще очень много людей, особенно в Республике Молдова и в Гагаузии, которые отрицают то, что трагедия в Буче вообще была. Называют это фейком, называют это обманом, ложью. Это прежде всего, конечно, исходит от России. Россия до сих пор не признает, что там совершались те самые преступления. Напомню, там убивались люди, прежде всего шла, ну, так называемая этническая зачистка. Те, кто зачищали тех, кто работал на украинское государство, пытки, держали людей в подвалах. Это то, что мы узнали из тех докладов, которые делали следственные органы Украины. Что вы можете сказать тем людям, которые до сих пор в это не верят? Вы знаете, я вам хочу сказать, что проблема, я считаю, молдавского сообщества — это российская информационная пропаганда, которая уже десятилетиями выстроила такую систему, что не только граждане населения России стали безмолвно верить в то, что показывают по ящику. И этот ящик зашел и туда, где его разрешают показывать, где оно транслируется, где оно впитывается, где для этой пропаганды созданы все условия, в том числе была Республика Молдова. Республика Молдова после начала войны в Украине пересмотрела и поняла опасность всего этого второго оружия, как говорится, российского. Но в России работают целые институции, целые здания, там, может быть, даже небоскребы. Как вот в США Силиконовые долины работают на IT-технологии, также в России работает, десятилетиями работает, выстраиваются и работают институты по дурманиванию своего населения и населения, которое смотрит российские пропагандистские телеграм-каналы. Но это все, понимаете, это все пропаганда, а мы, народ Украины, переживаем это вживую, видим это вживую. Вот я вам скажу, вот сегодня ночью в Одессе был... Очередной обстрел, да? Да, 17 шахедов, 14 сбито, если вы знаете. То есть давно не было. Во-первых, слава богу, нету ракетных обстрелов Одессы уже по долгое время, слава богу и слава ЗСУ, как мы говорим. Но или же у России закончились эти ракеты, то есть, как говорится, закончились от слова совсем, наверное. Раз так долгое время, или же они поняли, что бесперспективно всего этого. Но я надеюсь, что со временем все поймут, насколько обдурманивание проходило не только в российском обществе, но и то общество, которое впитывает российскую пропаганду. То есть со временем вся правда становится, вся ложь становится как бы быль. Все понимают. И сегодня, то, что касательно Бучи, это, конечно, первая трагедия, что мы увидели, насколько варварское отношение как бы российской армии к своему соседу, к своему тут, насколько варварски, никто не ожидал, для нас это было шоком, понимаете?
Российская армия зашла в Бучу 27 числа, 27 на третий день войны фактически. И вышла оттуда там под натиском территориальной обороны. Кстати, Буча была примером, одним из первых примеров консолидации территориальной обороны. То есть сопротивление с первых же дней войны оказала территориальная оборона вместе с полицией. Войска уже подошли на второй, на третий день. Там, даже чуть позже. Там, насколько я знаю вот историю, сгруппировалась территориальная оборона, потом подключилась национальная полиция, национальная гвардия, и на второй-третий день уже к освобождению, к сопротивлению Бучи подключились регулярные войска. И, насколько я помню, 31 марта полностью враг был изгнан с территории Бучи. И немаловажно то, что еще те результаты трагедии произошедшей, варварства произошедшего в Буче, они были зафиксированы не только МВД Украины и прокуратурой Украины, то есть правоохранительным органам, но постоянно принимали участие французские полицейские, английские эксперты, немецкие потом подключились. Но первые французы, что удивительно, первые подключились французские международные криминалисты. То есть они буквально с первой недели освобождения Бучи участвовали непосредственно в судебно-медицинских экспертизах. Результаты вы, наверное, знаете. 460 человек в самой Бучи, гражданских людей было убито. И в окрестных селах 1137 человек. Это то, что официально задокументировано на сегодняшний день. То есть только в одной маленькой Буче более 1500 человек погибло. И окрестности. Город, который там по населению примерно как Камрад. Представляете, 2000 человек за месяц в Камраде, что было убито. Убито, изнасиловано, расстреляно. Те кадры, которые с видеокамеры, их никуда не спрячь, понимаете? И по датам, и все, они были показаны, как людей вывозили, завязанные руки, расстреливали, понимаете? Как это можно сделать? До сих пор вот мы не понимаем, зачем и почему это надо было делать. И такая армия никогда не победит, не поработит народ, понимаете? Изначально неправильная политика Российской Федерации, но она показала варварство, как у нас его называют, орка, понимаете? Это варварство. И все мировое сообщество увидело, что в современном мире не должно быть такого. Нарушены все принципы морали и войны, правила войны, ведения войны. Ну, это обесчеловечивание, то есть как бы Путин занимался обесчеловечиванием, в том числе и своей армии, потому что только обесчеловеченная армия могла сотворить то, что было сотворено в Буче, однозначно. То есть, это, безусловно, так оно и есть. Вот недавно там проходил этот саммит, в котором участвовала в том числе и президент Республики Молдова. Как в Украине оценивается этот визит? Украина, украинский народ чувствует поддержку Молдовы, руководства Молдовы, потому что мы и Молдова, я думаю, что понимает, что она была бы следующей. К сожалению, что не все понимают, господин Девчугла, к сожалению, не все понимают, да. В Молдове должны понимать, будущее независимость Республики Молдова сегодня держится на штыках украинской армии. Если так уже говорить. Сегодня украинская армия, наша независимость держится, но не только наша независимость, но и независимость Республики Молдова, потому что мы уже с вами обсуждали, российская армия своим варварским, бесчеловечным правилам ведения войны сметает Бучу, Ирпень, Ахтырку. Вот недавно, позавчера была и годовщина тоже освобождения Ахтырки в Сумской области. Город, который на 80% был уничтожен, город Сумской области, который находится в 30 километрах, 40 километрах от российской границы. Позавчера то же самое, они годовщину освобождения. Один в один то же самое, что и в Буче. То есть расстрелы мирных граждан, воровство, изнасилование, там, грабежи, понимаете? То же самое. Ну и там легче даже по 40 километров грузили свои унитазы, там, холодильники и убежали, в конце концов. Но оставили за собой разграбленный, варварский, уничтоженный город Ахтырка, такой процветающий. Я там был просто перед войной в Сумской области, на границе Сумской и Харьковской области. Но так красивый город с историческим, как бы, исторический город, там,
прекрасно вылизанный за украинское время, полностью там перекрашенный был такой, ну, очень красивый город, потому что недалеко от Ахтырки находятся газовые и нефтяные месторождения Украины. Он там Укртрансгаза, Укргаза, там офисы, там подобное, но прекрасный город, просто там бюджет очень хороший был в этом городе. То есть он был показательный европейским городом. И остались руины. Ну, это, в принципе, как бы они творили, получается, не только в Буче. Вот недавно президент Украины был в Чернигове, если я не ошибаюсь, где он сделал заявление, что он бы хотел, чтобы Путин последок, получается, остаток своих дней провел в подвале, и где ходил бы село Ягодное, да, Черниговская область, если я не ошибаюсь, это было, подсказывают. Вот это говорит о том, что, в принципе, это не только Буча, это не только Ахтырка, это везде, где приходит российская армия на оккупированных территориях. Вы, кстати, были недавно в Херсоне. Как там жизнь после освобождения? Вы знаете, мне, с одной стороны, очень как бы мы сопровождались, кстати, нашим тоже гагаузским, одно из гагаузских обществ, мы через нас, через гагаузское общество, через благотворительный фонд «Буджак Релиф», который возглавляет Артем Булгар, мы вместе завозили помощь, целую фуру, там, 18 тонн гуманитарной помощи, которую передал турецкий благотворительный фонд через нас. Он плотно работает в Николаеве, и это была первая помощь, которая пошла дальше, в Николаево, в Херсон. С одной стороны, как бы Херсон сильно не пострадал, но по дороге линия фронта проходила посредине между Херсоном и Николаевым. Вот как раз там, где линия фронта, Посад Покровский и соседние села полностью на 90% стерты с лица земли. Я даже пару видео у меня есть, я вам скину. Полностью стерты с лица земли. И сам Херсон, буквально пару мест, знаменитая Чернобаевка, это пригород Херсона, где базировались, где российские войска сконцентрировали, это бывший аэродром Херсона. Там мы видели множество до сих пор, и говорят, что там чистят, продолжают чистить, но там десятки уничтоженной российской техники мы видим. Ну да, там 17 Чернобаев, по-моему, или 13, сколько там было, да? То есть, ну, ее десятки раз обследовали, они поразительно опять туда завозили эту технику. Да, просто там удобный плацдарм. Поэтому, как бы, я не знаю, но эта глупость была, но там неоднократно уже песни и баллады слагались про эту Чернобаевку, то есть там полностью мы видели горы уничтоженной техники, не только техники, радиолокационных станций и прочее. Но сам город, конечно же, чуть-чуть и одновременно и радостное, что там везде украинские флаги, город начал жить, магазины, кафешки пооткрывались. Но город живет практически прифронтовой жизнью сейчас. Город сам, слава богу, практически за пару зданий, может быть, пострадавших есть. Так целый, невредимый. Но город сегодня подвергается, особенно последние 2 недели, после Нового года, там, говорят, в феврале, в марте началось массовые артиллерийские обстрелы, в том числе жилых кварталов. Из-за того, что он находится прямо через реку Днепр, через километр находится на левом берегу российские войска, массово обстреливается прибрежная часть правобережья Днепра, страдают кварталы, села, там, но долетают и до середины города артиллерийские обстрелы. К сожалению, если мы дальше не отодвинем российские войска, я боюсь, что этот город через несколько месяцев может превратиться тоже в руины. А Николаев как себе... Украинская армия быстро включает как бы антибатарейные тоже ответку артиллерийскую, но все равно обстрелы где-то вот как не местные. Мы там были 3-4 часа, за 3-4 часа было где-то 5 обстрелов. То есть треть города нет гражданских людей. Ну, раньше в такой ситуации находился Николаев, да, когда линия фронта проходила между Херсоном и Николаевым, получается?
Да, ну, Николаев находился километров 25 от линии фронта, то есть туда доходили не все виды, только ракеты, там, ураган, грады, туда доходили, и то до окраины, до центра не совсем доходили. Но тут фронт находится буквально в 5 километрах, понимаете, там, то есть простое артиллерийское оружие, простая артиллерия обстреливает город сегодня. Это, к сожалению. Но ничего страшного. Народ, по крайней мере, патриотически настроен, и все прекрасно понимают, что нужно чуть потерпеть. Ну вот потерпеть до нового контрнаступления Украины, да, что о нем известно, что о нем говорят, ждут ли его, и ну вот вчера высокопоставленные лица из США говорят, что в течение следующих нескольких недель можно ждать контрнаступления ЗСУ. Где оно будет, никто не знает, но все надеются, что оно будет. Ну, насколько я общаюсь с нашими военными, в том числе гагаузами, кстати, которые служат сегодня, последние пару недель я постоянно, почти через день общаюсь, у меня есть круг там знакомых, которые там, кое-кто под Бахмутом, кстати, кое-кто там под Авдеевкой, кое-кто в Луганской области. И говорят, что последнюю неделю серьезно уменьшился наступление российских войск, то есть или они, как говорится, сдулись, или они переходят в статус обороны. То есть они тоже ожидают контрнаступления, вероятнее, одно из двух. Но это оба радует, то, что или прекратили наступательные операции, или переходят к обороне. Но с другой стороны, наши военные говорят, что мы пока не готовы к контрнаступлению. Украинская армия, украинское руководство, в отличие от российского руководства, бездумно не будет кидать в жертву своих солдат. То есть наступление будет, контрнаступление будет тогда, когда украинская армия будет более-менее готова. Это может быть через 2 недели, это может быть через 2 месяца. Понимаете? Сегодня народ Украины верит, руководство страны верит особенно вооруженным силам Украины, даже, извините, такое сравнение, даже больше, чем руководство страны. ВСУ сегодня. Потому что это у нас реально народная армия, реально силы обороны. То есть все понимают прекрасно, что сегодня все защищают свои дома, чтобы не было в их доме, в их селе, в их городе Буч. Все понимают ценности, за что воюют. Ну да, к сожалению, этого очень многие понять не могут, что у украинского народа нет другого выхода, кроме как взять в руки оружие и защищать себя, потому что вся Украина в обратном случае превратится в одну сплошную бучу, которую мы видим. Мне в Гагаузии часто говорят, вот, давайте уже сколько, если раньше говорили просто там, сдавайте, скоро Россия, то сейчас, когда вы уже договоритесь с русским? Сейчас чуть поменялась риторика, когда вы уже договоритесь с русским? То есть раньше даже никто не собирался, чтобы мы о чем-то договорились, просто сдайтесь. А теперь договоритесь уже с русским. Ну, я вам скажу, что договоримся, и что вот будет перемирие. И через год, через 2 будет опять продолжаться. Любое перемирие сегодня на сегодня существующих границах, все понимают, уже каждый гражданин Украины, вот я даже с молодым поколением говорю, все понимают, что если сегодня будет перемирие, то это через год-два готовимся ко второй такой же войне. А может быть даже еще более жестокой и варварской. Ну, то есть какой выход? Сражаться до конца, нанести России поражение, освободить территорию, потому что эта же проблема никуда не денется. И даже если Украина освободит свои территории, потому что Россия остается, и она останется и будет такой же агрессивной. Кстати, в это мало кто верит, да, что Россия агрессивна, да, по отношению к Украине. И это очень большая проблема. Не только для Украины, и для Республики Молдова, кстати. Да, мы видим, что творится здесь. Вы знаете, вы правильно сказали, у украинского народа, у украинского государства нет другого выхода, как сопротивляться и сражаться. Потому что если он сегодня отпустит руки и будет вот из-за того, что договариваться, это ненадолго. Российское руководство, российская армия не оставляет нам другого выхода, как сражаться.
как обороняться, как сражаться, понимаете, вот, ну вот наступление, вот все говорили, что вот сейчас будет российское наступление, и что, оно сдулось, понимаете, оно началось там после Нового года, во второй половине января, и что, месяц прошло, и оно сдулось. Нигде, если раньше там, понимаете, если там в начале войны говорили, что вот Россия этот город захватила, этот там район, то сегодня достижениями российской армии захватили такое-то здание в таком-то городе. Понимаете? Вот Великая российская армия захватила одно здание на такой-то улице. Вот достижение всей российской армии за последний месяц. Коровник на краю деревни, что-то вроде этого. Да? Господин Немчолог, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Мы, безусловно, конечно же, желаем ВСУ стойкости и победы в этой войне, потому что год спустя эти слова звучат так же актуально. ЗСУ и Украина защищает не только себя, защищает и нас. Имеется в виду Республику Молдова. Спасибо большое. Дай Бог. Вам тоже спасибо большое. Удачи, успехов. Столджак.